сделаны правительством российским. Такую дезинфекцию технички в продуктовых магазинах проводят в день по несколько раз. Делается это в первую очередь в целях безопасности не только своей, но и посетителей. Представители Роспотребнадзора не просто советуют, обязуют предпринимателей соблюдать простые меры – протирать полы, стекла, витрины и ручки дверей дезсредствами. Каждый день вытираем и окна, все ручки, даже вот все корзинки, все, что руки можно трогать. Стекла, все, что есть. Даже вот эти тоже протираем. Нам хлорку здесь дают, хозяйка, и мы пользуемся везде. 2-3 раза в день я чисто все протираю с хлоркой. Везде. Даже вот на улице тоже, лестница тоже моется хлоркой. Специальными хлоросодержащими средствами магазины вооружились прочно. Роспотребнадзор ранее уведомил о необходимости обработки торгового зала. Здесь сразу же закупили все необходимое для проведения такой тщательной уборки. Мы используем, вот это средство. После каждого посещения покупателей протираем ручки, те же корзинки, тележки. Мы очень серьезно относимся к этому мероприятию. Наш персонал в перчатках, масках. По словам продавцов, в последнее время покупателей на порядок меньше. Что же касается цен, то их не завышали. В основном покупают чеснок, хлеб, овощи и фрукты. Цены у нас остаются те же. Мы не завышали. Единственное, у снальщика, то, что мы привезли, последний завоз был сахар. Там рублей на 30, по-моему, 40 у нас сахар подорожал, мешочки. А так цены у нас даже, говорят, ниже рыночных цен. Покупатели, в принципе, довольны. Лида Алмазова пришла в магазин за продуктами питания. Женщина призывает всех соблюдать карантин и оставаться дома, не посещать места скопления людей. Я призываю, чтобы все оставались дома, чтобы все лишний раз, чтобы не выходили. Я понимаю, если где-то что-то нужно купить, еще куда можем выйти-то. А так, чтобы лишний раз не выходили. Положение очень серьезное, инфекция очень серьезная. Так что я рекомендую всем оставаться дома. Соблюдает все необходимые меры безопасности, как убеждается комиссия, и в следующем продуктовом магазине. 100 грамм на 5 литров, так как у меня не 5 литров, чуть меньше. Так вот, а чей антисептики? И вот этим раствором мы уже с утра обрабатывали. Да, мы обрабатывали все, что у нас есть. При входе в магазин покупателей встречают с влажными салфетками и антисептиком. Меры предосторожности в первую очередь должны соблюдать и сами работники. Теперь их униформу обязательно дополняют защитные маски и перчатки. Вообще повседневно мы обрабатываем по мере загрязнения. Вот эти поверхности, они же постоянно люди руками трогают, облокачиваются на них. По мере загрязнения обрабатываем. Но сейчас мы стараемся очень часто это делать. Хотя бы в целях собственной безопасности. Дорогие наши сограждане, пожалуйста, сидите дома, выходите по мере необходимости. Но я понимаю, что за хлебом, за чаем в любом случае нужно, за детским питанием люди приходят. Это да. Может, у кого-то нет денег, чтобы сразу все это взять оптом. Но в любом случае по мере необходимости выходить и без всякой надобности просто от безделия лучше не выходить и ограничить, правда, свое посещение этих магазинов, улиц. Не излишне напомнить и в аптеках о мерах профилактики. Здесь на видном месте антисептик. Но редко кто из покупателей им вообще пользуется. Что же касается лекарств, то многие и сегодня приходят за ними. Но в одни руки больше 2 антисептиков в аптеке стараются не отпускать. Антисептики у нас в свободной продаже не были. У нас были растворы, антисептические растворы для обработки рук. Также будет везде. Сейчас наличие у нас. А вот относительно... По 2 штучки даем, то, что осталось, остатки уже, чтобы для всех хватило эти маски. А относительно масок, что можете сказать? Какие цены? Относительно масок, то, что есть, отпускаем, стараемся 2-3 штуки на руки отдавать, как-то обеспечить их, объяснить им, не знаю, эта работа ведется у нас.
Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции Роспотребнадзор советует соблюдать всем жителям региона. Использовать защитные маски, мыть почаще руки, дезинфицировать гаджеты, не контактировать с тем, кто чихает или кашляет. А такие мероприятия надзорные органы будут проводить, пока ситуация с новым коронавирусом не урегулируется. Мы уезжали, мы видели ранее сотрудников управления Роспотребнадзора от всех этих торговых точках и где находится общественное питание, да, в кафе. Ранее выдавались брошюрки, памятки, рекомендации, чтобы они именно по этим рекомендациям полностью обрабатывали и проводили дезинфицирующими средствами обработку. И мы, как мы видели, люди соблюдают эти меры профилактики. Санитарные врачи рекомендуют продуктовым магазинам не рисковать своей репутацией и не пренебрегать мерами профилактики. А жителям республики быть осторожными и соблюдать правила защиты от заражения. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24.